На окраине рынка Медины стоял слепой нищий иудей, который каждый день кричал всем, кто приближался к нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с Мухаммадом, он сумасшедший, он лжец, колдун». Проклятия сходили с уст нищего, и это при том, что он лично не знал пророка, мир ему и благословение Аллаха, и никогда не встречался с ним. Весть о том, что каждый день слепой нищий извергает проклятие и ругань, дошла до пророка, мир ему и благословение Аллаха. Но даже тогда любимец Всевышнего, мир ему и благословение Аллаха, не стал сердиться на слепого нищего. Напротив, с этого дня пророк, мир ему и благословение Аллаха, начал навещать его и каждое утро приносить ему еду. Не говоря ни слова, пророк, мир ему и благословение Аллаха, кормил нищего своей собственной рукой, а слепой нищий с удовольствием ел пищу, подаваемую ему. Насытившись, он выражал свою благодарность, не зная, что тот, кто кормил его, был никто иной, как пророк Всевышнего, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Он продолжал кормить слепого нищего в обязательном порядке каждый день, до того дня, пока не отошел в мир иной. На протяжении всей этой истории иудей даже не догадывался, кто же был так добр к нему все это время. Но после того, как пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, оставил этот свет, никто больше не приносил еду слепому. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил у Айши: «О, дитя мое, была ли у пророка, мир ему и благословение Аллаха, какая-либо сунна, постоянное действие, которое я до сих пор не делал?» Айша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Дорогой отец, поистине ты последователь сунны пророка, мир ему и благословение Аллаха, и нет ничего, что ты еще не сделал, за исключением только одного дела». «Что же это?» — спросил Абу Бакр. Каждое утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ходил на городской рынок, находил слепого нищего старца, который живет там, и кормил его из своих рук, сказала Айша. На следующий день Абу Бакр отправился на рынок с едой для него. Он подошел к нищему и начал кормить его. Прожевав первый кусочек пищи, иудей рассердился и закричал: «Кто ты?» Абу Бакр ответил: «Я тот, кто каждое утро кормит тебя». «Нет, не лги мне», — возразил нищий. Абу Бакр в недоумении спросил: «Почему ты так говоришь?» Слепой иудей ответил: «Потому что, когда он приходил ко мне, я всегда чувствовал, как приятно держать его за руку и как легко пережевывать пищу, которую он мне давал. Человек, который все это время кормил меня, размягчал еду, прежде чем дать ее мне». Абу Бакр не смог сдержать слез, разрыдался и рассказал нищему, кто он был на самом деле. «Поистине, я не тот, кто приходил и кормил тебя. Я являюсь одним из его сподвижников, а того благородного человека более нет с нами. Он был никто иной, как благословенный пророк Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». «Мухаммад?» — спросил нищий, потрясенный услышанным. «Ты хочешь сказать, что тот, кто каждое утро приходил сюда и кормил меня из своих рук, был Мухаммад?» — спросил он. Тут же, в эту же секунду, слепой иудей горько разрыдался, осознав наконец, что это был пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, который кормил его все это время. «Все это время я проклинал его, я клеветал на него, а он ни разу не поругал меня, не оскорбил. Каждое утро он приходил и кормил меня». Иудей взял руку Абу Бакра и засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, посланник Аллаха. С этого момента слепой старый иудей стал мусульманином.